На дворе долгожданное лето, которое балует нас то теплыми днями и горячим солнцем, то обильно поливает холодным дождем. Чтобы летние дни были в радость, медики советуют следовать простым рекомендациям. Первое. Уделить внимание питанию. Фрукты, овощи, можно каши, супы легкие, жирную пищу нежелательно и мясную тоже желательно исключить. Потому что для переработки данной пищи требуется больше энергии. А человек в летнее время года он потеет, и, соответственно, энергии теряется больше. Но переходить на чисто вегетарианскую еду не рекомендуется. Белковая пища в рационе присутствовать должна обязательно. Достаточно изменить способ ее приготовления. Можно отварить, запечь или приготовить на пару, при этом исключив специи. И, соответственно, мы всегда говорим о мороженом. Желательно, если вы приобретаете мороженое, приобретайте их в упаковке. То есть это говорит о том, что они фабрично запакованы. Неупакованная продукция, мы все знаем, что продавцы ее пересчитывают. И пейте как можно больше. Подойдет простая кипяченая вода, холодный чай, вода с лимоном, домашний квас или просто свежевыжатый сок. Обязательно исключите спиртные напитки, газировку и сладкую воду. Нежелательно употребление и кваса, купленного в ларьках на разлив. Особенно детям, когда мы смотрим, что они идут, одну фляжечку несут, на 1,5 литра, и всей компании из этой фляжки пьют. Не забываем, что в ротовой полости у каждого человека определенное количество микроорганизмов, мы иногда являемся носителем. И вот такая передача доброжелательная может привести к тому, что вы подхватите какой-нибудь другой микроб. К выбору одежды также следует подойти основательно. Желательно, чтобы она была светлых тонов и из натуральной ткани, которая способствует нормальному теплообмену. Обязательно носите головные уборы широкими полями. Укрывайтесь в тени деревьев. Это спасет от палящего солнца. Но все же без надобности в жару на улицу лучше не выходить. Наиболее опасное время для пребывания на солнце – это с 12 до 4 часов, да, где наиболее активная солнечная активность наиболее высокая. И, соответственно, если вы едете на дачу, то выходите, пожалуйста, и работайте вот до 10, максимум до 11 часов. Желательно потом вечером, после 5, после 7 часов вечера, когда солнце уже уходит в тень больше. Многие бендерчане предпочитают спасаться от жары у реки. Правда, пока купание на городском пляже запрещено. По санитарным предписаниям пляж к сезону не готов. Состояние воды по химическим показателям она соответствует, а по микробиологическим не соответствует. Но в зоне отдыха вот именно городского пляжа холероподобный вибрион пока не высевается. Он высевается зачистными сооружениями, поэтому пока купаться в принципе мы не разрешаем, потому что ситуация пока с пляжем не решена. Несмотря на то, что купаться запрещено, горожане все равно идут к реке, и работа по наведению порядка здесь кипит. Культивируется песок, облагораживается территория. Буквально день через два будут запущены душевые кабинки. Душевые. Раздевалки подготовлены. Почти. Их осталось только побелить. И все. Пляж чистый, убирается. Антисанитарии на пляже нету. Покос травы возле туалетов, возле площадок игровых произведен. Стоит помнить, что жаркое время опасно повышенной солнечной активностью, и покраснения на коже говорят об ожоге первой степени. Поэтому загорать надо с соблюдением всех мер предосторожности, не забывая о солнцезащитном креме. Следует опасаться теплового и солнечного ударов. Если вы понимаете, что вам плохо становится, то есть возникает слабость, может быть пелена перед глазами, у некоторых мушки летают, да? Значит, во-первых, это зайти в тень. Если есть с вами вода, вы можете облить себя. Желательно, некоторые, смотрю, ходят с веером, да, то есть обмахнуть человека. Если вы видите, что человеку плохо на улице, значит, подойдите, помогите себе. В этом случае нужно вызвать неотложку. Любителям спасаться от жары у реки нужно помнить еще несколько правил. Не заплывать за буйки и не нырять в воду. Перепад температур может спровоцировать спазм сосудов сердца. И категорически запрещено купаться в нетрезвом состоянии. Чтобы жаркое лето не стало разочарованием, а подарило море позитивных эмоций и заряд бодрости на предстоящий рабочий год, отдыхайте правильно. Ольга Семаченко, Руслан Федоренко, проект «Резюме».